Здравствуйте! В последнее время в адрес татар-ядкерлери, татарские реликвии, стало поступать много предложений, вопросов с тем, чтобы разъяснить такие понятия, как обряд, ритуал, обычай, который в татарском языке звучит как «гърёф-гадетлер». И учитывая ваши предложения, ваши вот эти просьбы, нами было решено записать цикл лекций, посвященных разъяснению вот именно этих терминов, этих определений и вообще, что такое обряд, что такое ритуал, что такое обычай. Потому что вот в средствах массовой информации, будь то печатная или электронная версия газет и журналов, телевидение, радио, нередко бывает так, что путаница происходит в наименовании, в определении этих явлений традиционной культуры. Происходит наслоение или же недопонимание, путают обряд с ритуалом, обряд с обычаем и так далее. Вот поэтому мы сегодня начинаем свою работу по этой теме. И первая наша лекция, обзорная, она будет посвящена именно разъяснению данных терминов, как обряд, ритуал, обычай. И мы будем ссылаться, мы будем приводить примеры, конкретные примеры из обрядов татарского народа. Мы в основном будем работать с календарными обрядами. И будем приводить вам живые примеры, чтобы наглядно на этих примерах было вам более понятным это и более доступным наш материал. Итак, что же такое обряд? Обряд – это комплекс традиционных символических действий, сопровождающих важные моменты жизни человека. Обряд, как правило, осуществляется посредством различных культурных кодов. Рассмотрим каждый из них по отдельности и убедимся в том, насколько важен и уместен каждый из них в структуре обряда, как каждый из этих составляющих раскрывает суть данного обряда, при этом дополняя и обогащая друг друга. И самым первым кодом, который мы рассмотрим, является темпоральный код, по-другому временной. Что такое темпоральный код? Это приуроченность обряда к определенному времени, то есть регламентированность временем. Например, все календарные обряды регламентированы временным параметром. Это их главное условие. Допустим, обряды проводятся в определенный сезон, в определенное время года. Весной, летом, осенью, зимой. Далее, обряд может иметь, темпоральность его заключается в том, что обряд проводится обязательно в какой-то определенный день недели. Допустим, это может быть только воскресенье, или только пятница, или только среда. Это имеет очень большое значение. Или же обряд может быть сфокусирован, скажем, сконцентрирован в одном дне. На его проведение отводится один определенный день. И имеет значение, в какое время. Например, только на рассвете, только на заре начало его должно быть. Или в полдень, или же на закате. Вот эти все параметры временные имеют очень большое значение при проведении обряда. Следующий код, на который мы должны обратить внимание, это локативный код, по-другому пространственный. Это
приуроченность обряда к определенному месту. Действия, как правило, приурочено, могут быть к ритуально значимым элементам внешнего или внутреннего пространства, или они вообще могут пространственно ориентированы вверх, вниз, вглубь. Скажем, обряд должен выполняться строго в определенном, строго отведенном, специально приготовленном для этого месте, имеющем какое-то символическое значение. В то же время это может быть и не закрепленный никакими особыми знаками места. Обряд может плавно менять свое местоположение в зависимости от условий, а также принятых в той или иной месте традиций. Здесь могут быть вариации. Например, обратимся к какому-нибудь обряду, возьмем, к примеру, здесь, наверное, правильно будет сказать, ритуалу сбора подарков к Сабантую в его локальном варианте, который бытует в деревне Кошкино, Кукшель, Кукмарского района. И он у них называется Сюренсу. Здесь локус четко регламентирован. Это территория всего села, всей деревни с ее околицей. Это очень важный фактор. Все село должно быть, то есть не то, что должно, оно является местом проведения данного обряда полностью. Участники обряда, сборщики подарков, берут деревню в круг, окольцовывают его. Вот этой именно территорией, вот этим кругом обозначается место проведения, локус проведения данного обряда. Следующий код, очень важный в проведении обряда, акциональный, от слова акция, действие. Это последовательность определенных ритуальных действий. В данном случае мы имеем дело со всеми действиями, которые совершаются обрядовыми лицами на протяжении всего обряда. Это любые движения, перемещения, мимика, жесты, действия, совершаемые с предметами, которые участвуют в данном обряде, которые, как правило, сопровождаются регламентированными самим обрядом словесными, музыкальными, игровыми, танцевальными текстами. Рассмотрим это на примере того же обряда Сюренсугу. Какие же действия здесь мы наблюдаем? Это шествие сборщиков подарков, молодые люди, участники обряда, активные участники, взявшись за плечи друг друга, обходят деревню. Вот это одно действие. Мы не будем здесь перечислять сейчас все действия, остановимся на нескольких, на некоторых. Это, допустим, постукивание по двери шестом того дома, куда приехала гостья, девушка-гостья. Эти постукивания сопровождаются определенными словами и так далее, и так далее. Вот все эти действия и представляют собой акциональный код обряда. Следующий код, на который мы должны обратить внимание, предметный код. Это все реквизиты, используемые в обряде. Допустим, в том же самом обряде сбора подарков. Это что? Какие у нас предметы являются очень важными такими структурными компонентами обряда? Допустим, это тот же самый шест, куда привязывают подарки, это платочки, платок вышитый, носовой платочек, который они выспрашивают у этой девушки-гости. Допустим, в обряде карга буткасы. Это продукты, которые собираются детьми с каждого двора, с каждого дома. Это, допустим, другие какие-то подарки уже в обряде сбора подарков, в других вариантах его. Допустим, это все, что дают
с каждого двора, с каждого дома, любые подарки. Это полотенца могут быть, какие-то другие отрезы материи и так далее, и так далее. Это яйца. Это тот же самый баран на Сабантуе, предназначенный для батыра на креш. Все это представляет собой предметный код. И в этом же ряду целесообразно рассматривать также и обрядовую одежду, которую надевают участники обряда. Обрядовая одежда может быть, она имеет очень большое значение, она может быть специально приготовленной, специально сшитой для этого обряда. А она может быть не специально приготовленной, она может быть обыденной. Она, возможно, может быть, должна быть новой или же, наоборот, старой, ношенной. То есть это главная, одна из важных элементов, важных составляющих, что она ношенная должна быть. Вот эти моменты очень важны вообще во всем обряде. Следующий код, культурный код, из которого соткан наш обряд, персональный код. Что это значит? Персональный значит это персона, действующие лица обряда. Ритуальные действия совершаются определенными исполнителями и могут быть адресованы определенным лицам или персонажам. То есть участниками, действующими лицами обряда становятся не только активные участники, но и пассивные, которым адресованы какие-то действия или слова. Но нужно иметь в виду, что в один момент эти пассивные участники становятся активными. Они переходят в разряд активных. Например, отвечая что-то тому участнику обряда, который что-то ему говорит, этот участник отвечает, и он становится автоматически уже активным участником. Из пассивного переходит в разряд активных. Это вот всегда во всех обрядах сплошь и рядом повторяется. То есть все участники, все село, в данном случае, например, в сборе подарков задействовано, они все участники, потому что каждый из них участвует в обряде, каждый из каждого дома выносится подарок, и кто-то из члена семьи передает этот подарок сборщикам, и тем самым он становится уже участником обряда. А затем он идет на Майдан, смотрит, он как зритель, он тоже участник, потому что не будь зрителей, не будь пассивных участников, не было бы активных участников. Некому было бы адресовывать эти слова, эти действия, некому было бы показывать какие-то зрелища, не перед кем было бы показывать свое мастерство в том или ином состязании. И, пожалуй, один из главных составляющих обряда, вот этот персональный код, так как без действующих лиц не может состояться и сам обряд. Вот, я уже говорила, в круг участников иногда, и это в большинстве обрядов вовлекается очень большое количество людей, в том же Корга Баткасы, в том же ритуале сбора подарков, в том же рекрутском обряде, в обряде Нардуган, из зимнего цикла календарных обрядов, задействовано все село. Иногда обряд, участниками обряда бывают всего несколько человек, 3-4 человека, может быть всего 2. Какой-то ритуал в структуре обряда производится, исполняется, и главными действующими лицами становятся всего 2 человека. Вот, что касается персонального кода. Следующий код – вербальный код. Что значит вербальный? Это словесный, текстуальный материал обряда.
Это все выраженные при помощи языка звуковые символы, словесно оформленные тексты, такие как приговоры, заговоры, благопожелания, диалоги, иногда даже монологи. Сюда же мы относим и терминологию, а также имена. То есть имена. В каком случае мы имеем, например, Батыр. Это же имя его. Имя. Название обряда Қарға бұтқасы – это терминология. Сүрен сұғу – это терминология. Килен, киеу, которое задействовано в обряде сүрен сұғу, к нему мы еще вернемся, к этому обряду, мы его будем рассматривать отдельно и убедимся в этом, что там фигурируют вот эти лица килен, киеу и так далее. И мы же еще сюда относим музыкальное сопровождение обряда. В сочетании со словом или независимо от него, обряды в своем большинстве имеют то или иное словесное сопровождение. Но вербальное выражение обряда признается учеными более поздним, чем действие определенного ритуального значения, потому что изначально было действие, была акция, и только потом на это действие наложился текст для того, чтобы усилить его действие, усилить действие того акта, получить более весомый, более желаемый результат. Для этого его еще дополнили текстом. Надо отметить, что обряд становится обрядом как таковым только при взаимодействии распознанных нами кодов. Но это не значит, что они непосредственно все непременно должны присутствовать в рамках одного обряда. Вполне может быть так, что какая-то составляющая может и отсутствовать, и это не является неправильным, неприемлемым для данного обряда. Допустим, в каком-то ритуале как раз-таки вот эта вербальная часть может отсутствовать, потому что ритуал должен совершаться при соблюдении молчания. Вот это ритуальное молчание, это очень важно. И никакие звуки, никакие слова здесь как раз-таки и не нужны. Только при соблюдении ритуального молчания получается тот желаемый результат. А теперь обратимся к таким понятиям, как ритуал и обычаи, которые являются неотъемлемой частью обряда. Обряд буквально соткан из множества ритуалов и обычаев. Итак, что же такое ритуал? Ритуал – это церемониал, целостное сакральное действие. Основными характеристиками ритуала являются четкая определенность, неизменяемая в зависимости от ситуации последовательность действий, которые совершаются с целью повлиять на действительность и имеют символический характер, а также они санкционированы обществом. Что же все это значит? Давайте мы сейчас все это разберем уже вкратце на примере какого-нибудь одного или двух примеров ритуалов. И, наверное, для примера мы возьмем тот же самый хорошо всем известный Сабантуй, но разбирать будем не весь обряд, а только вот этот его кусочек, который мы уже смотрели, ритуал сбора подарков, в двух его вариантах. Первый, который мы уже упоминали не раз, этот ритуал сбора подарков в его варианте исполнения жителями деревни Кукшель, Кошкина, Кокмарского района.
И все? Больше нет еще? Все, bitti? Да. Почему же мы вот этот момент, вот этот сбор подарков называем ритуалом? Как мы уже отметили, ритуал характеризуется четкой определенностью, неизменяемой в зависимости от ситуации последовательностью действий. Главными действующими лицами в данном ритуале выступают рекруты. Мы будем говорить отдельно про это еще, когда мы будем разбирать рекрутский обряд. Но здесь мы просто оговоримся, что главными действующими лицами, сборщиками подарков являются рекруты. Они имеют свой четко сформированный набор действий. Это ритуальный шаг. Взявшись за плечи друг друга, они обходят село, об этом я уже говорила, оцепляют его оул эйленелер. То есть они его берут в круг. И сами же оказываются в этом круге. Свое шествие они неизменно начинают в начале деревни Оул Башунда. И это неизменно. Так есть и так было всегда. Вот эта неизменность как раз-таки показатель ритуала. Начинают с этого конца, идут по деревне, каждую, скажем, улицу проходят, не пропуская ни один дом. И дальше идут до другого конца и непременно обратно возвращаются в то свое исходное положение, в тот самый Аул Башуна. И непременно они одеты в белые рубашки. И непременно они опоясаны. И на ногах у них непременно валенки, несмотря на то, что на улице уже лето. У них непременно шест для подвязывания вручаемых жителями села подарков. Несущий этот шест юноша непременно вбегает первым в каждый двор, за ним уже следуют другие его товарищи. Он непременно стучит этим шестом в дверь дома, куда приехала молодая девушка-гостья, и требует таким образом от нее вышитый платок. Непременно происходит выспрашивание вышитого полотенца от молодухи. Непременно происходит чествование жениха, то есть мужчины, женившегося в период с прошлогоднего сабантуя по нынешний сабантуй. Непременно в полдень происходит демонстрация подарков в центре села. И, как я уже говорила, непременно завершает свое шествие юноши возвращением на свое исходное место, на начало деревни Аул-Баша. Вот вам весь расклад ритуала. Все признаки налицо. Ритуал, как мы отметили, имеет символическое значение. И вот разобранный нами ритуал тоже имеет символические значения. Но об этом мы уже подробно будем говорить, когда будем детально уже разговаривать, говорить именно об этом ритуале сбора подарков рекрутами. И мы рассмотрим все культурные коды, из которых он соткан, место и значение каждого из них, их соотнесенность и нанизывание одного культурного кода на другой, который усиливает значение ритуала. Следующий пример тоже пример ритуала, тоже сбора подарков в рамках сабантуя. Некогда в отдельных местностях сбор подарков к сабантую совершался молодыми людьми, которые обходили дворы верхом на конях. То есть это были всадники. И это было обязательным условием. Это было устоявшейся традицией, незыблемой, неизменной. И этот ритуал, к сожалению, с течением времени исчез. Остался обычай обходить село. Причем сейчас уже это совершают работники культуры, а не так, как еще на памяти многих людей, как это совершали просто жители деревни. И вот мы с вами плавно подошли к термину «обычай». Что же такое обычай? Обычай – это стереотипизированная норма бытового поведения, существующая в рамках обряда. В отличие от ритуала, обычаи могут иметь отклонение в ту или иную сторону. То есть здесь нет такого, что это
неизменно должно быть четко, из года в год повторяющееся. Здесь может быть то или иное отклонение. И эти отклонения зависят от многих факторов, от социальных, от погодных, от человеческих и так далее. Вот рассмотрим для примера лишь несколько, один пример возьмем. В структуре ритуала того же сбора подарков, например, жители села, скажем, какая-нибудь пожилая бабушка, одаривая, то есть отдавая свой подарок, который она выделила для Сабантуя, проговаривает пожелания. И она, как правило, желает мира, благополучия, здоровья. Ее слова обращены к высшим силам, в данном случае к Всевышнему, к Аллаху, даже не к тем участникам, не к тем сборщикам подарков. Она, поднимая свой взор к небесам, скажем, наверх, желает вот этого всего. И этого вот момента, вот этого пожелания, благопожелания, исходящее от бабушки, может и не быть в структуре обряда. Он может отсутствовать. Это не обязательная составляющая обряда или ритуала. От его отсутствия целостность картины не меняется, не страдает. Обычаи могут появляться, одни могут заменяться другими. Это тоже норма. Это есть показатель обычая. Он гибкий, он изменчив. Таким образом, для полноценного восприятия и понимания сути обрядовой культуры и оценки ее нынешнего состояния вышеперечисленные термины и понятия очень важны. В наших дальнейших выступлениях мы будем опираться именно на них.